Продолжаем тему. Наш корреспондент Эркингюль Төленкызы узнала мнение отечественного политолога по поводу недавних действий МИДа. О том, что стоит ожидать от решения МИД о преобразовании Центра ОБСЕ в программный офис, мы спросили у политолога и независимого эксперта Чинары Эсенгул. Чинареджи, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, МИД Кыргызстана решил поменять статус Центра ОБСЕ на программный офис. Скажите, вообще, что это именно значит и каких изменений стоит ждать? Во-первых, нам нужно здесь разобраться, что стоит за этим решением. На мой взгляд, это моя личная оценка ситуации, что наш МИД не имел другой возможности, он должен был реагировать, и это тот минимальный шаг, который они могли сделать, это попросить начать, то есть заявить о том, что они начинают процесс изменения статуса ОБСЕ, и что в скором времени они подготовят документ в основной головной офис за рубежом, и процесс начнется. Да, это тоже некоторое время займет. Но это только лишь повод. Да. Поводом служило дважды выступление Кадыржана Батырова, официально мы это все знаем, на площадке ОБСЕ в Дипче в Вене. И это было расценено как однозначная провокация, потому что уже дважды давать слово на одной и той же площадке показалось очень-очень странным, чрезмерно. И нужно было реагировать. На мой взгляд, они сделали нормальную и правильную реакцию, только последствия, конечно, появятся очень скоро. И вопрос в том, как мы будем управлять последствиями. Еще немножко коснуться, если по причинам, то здесь много геополитики, потому что от того, что у нас система становится менее демократичной, заинтересованы, на мой взгляд, даже по теории, многие авторитарные страны, это в первую очередь Россия, это другие соседние государства. Поэтому мы же все понимаем, что когда в 2010 году после очередной революции, все по-разному называют, переворота, Кыргызстан решил стать парламентской демократией, все сказали, нет, Кыргызстан никогда не состоится как суверенное государство с парламентской системой. Но тем не менее, вот уже 6-й год живем, и неплохо, вроде экспериментируем, но во благо, поэтому для своего народа, да? Поэтому то, что у нас есть недоброжелатели за рубежом, которые не хотели бы, чтобы мы стали демократией, это мы знаем. Поэтому чем хуже ситуация с правами человека в Кыргызстане, тем меньше демократии, мы тоже это понимаем, такова логика, да, в целом процесса. Поэтому нужно думать, кто за этим всем стоит, кто пошел на эту провокацию, почему ИКК так сделал, да, и почему Кыргызстан был поставлен в такую ситуацию. Другие могут говорить о том, что в принципе это связано с тем, что, это уже слухи немножко, что вот госпожа Отунбаева покинула Цену 31 августа, что она очень интегрирована в международные структуры, и это некий ответ назад, вынуждающий государство понять, что оно движется не в том направлении, особенно с изменениями Конституции, где говорится, что основной посыл, да, народу, что Конституция наша написана другими, и нужно изменить какие-то статьи, которые не позволяют нашему национальному законодательству доминировать на территории Кыргызстана, когда говорится, что, например, Комитет по правам человека ООН может иметь некую преференциальную позицию, да, в своих решениях. Вот. И вот видите, здесь уже на таком концептуально-теоретическом уровне идет борьба, да, что правильно для Кыргызстана, как для модели развития. И есть геополитика однозначно. И все это выливается в эту ситуацию. Последствия, как я могу сказать, краткосрочные, в ближайшей перспективе, что будет происходить в связи с изменением статуса. Программный офис это означает просто выполнение определенных нескольких программ. Это не полноценный офис, это всего лишь программа, они согласуются сперва с правительством Кыргызстана, ОБСЕ может предложить, мы хотим вот эти программы у вас реализовать, Кыргызстан, если согласился, только в рамках вот того, что согласовано, они могут действовать, ОБСЕ. Но вот такое вот, как официально, как организация, которая может широко действовать, она уже больше не сможет так проводить свою деятельность. И, конечно, это сильно ограничит те проекты, которые в рамках программ исполнялись, и это ограничит в целом возможности нашего гражданского общества. И здесь я опять сделаю упоминание, картинка очень комплексная, потому что гражданское общество, наши НПОшники тоже очень разные, действительно, если правду надо сказать. Поэтому все хотели, многие депутаты очень тоже националистические или как-то радикально настроенные к западному варианту, они говорили о том, что НПО это зарубежные агенты, да? Но это к моей радости и многим другим, что дальше этот проект не сдвинулся, потому что мы бы наломали больше дров, чем решили проблемы с этим законом.
Но вот такого рода у нас есть интенции, намерения, есть такие позиции и мнения в обществе, мы все это знаем. Но с другой стороны мы знаем, что Кыргызстан действительно сумел показать себя как демократическое государство. И мы не можем уходить назад, и не должны. Вот скажите, пожалуйста, а кто больше все-таки получает большую пользу от сотрудничества, Кыргызстан или ОБСЕ? И вот каких последствий стоит ожидать именно нам после вот этих действий? Я для начала опять разъясню немножко общую логику, да? Когда вы говорите, кто больше выгоды получает. Логика такая. Как вы знаете, это называется ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тогда все задают вопрос, обычно мне мои студенты тоже любят, а при чем тут Кыргызстан? Мы что, Европа? Вопрос, связь и наше членство в ОБСЕ заключается в том, что после того, как СССР не стало, и на этом пространстве появилась очень непонятная какая-то вот зона, потому что маленьких государств, да, Европа, наш сосед большой в Евразии, континенте, да, они сказали, что они очень-очень беспокоятся за свою безопасность также. Если что-то у вас будет происходить не так, это влияет на них. Мы это видим, да, то, что произошло на Ближнем Востоке, сейчас вылилось в кризис с мигрантами в Европе, да, это все переливается. Поэтому они сказали, что если вы будете членами нашей организации, будете соответствовать как бы нашим стандартам, моделям, то тогда, наверное, мы все будем двигаться в одном направлении, и угрозы друг другу у нас не будет. И в этом плане ОБСЕ заинтересована, чтобы Кыргызстан был демократичный, поэтому они делали все эти программы и проекты. Да? И поэтому они считают нормальным, я как гражданин суверенного государства считаю ненормальным, когда дважды дают слово Кадыржану Батырову, который считается у нас преступником. Но с логики европейцев, у них-то в голове немножко другая логика, они считают, что если права человека ущемляются, если политические права этнических меньшинств ущемляются, тогда они, если не они, должны давать им платформу, чтобы они об этом говорили. Да? Это вот такая логика. Поэтому Кыргызстан всегда должен получать выгоду, если он хочет демократизироваться, то сотрудничество с структурами, где модели эти отработаны, шаблоны эти отработаны, это полезно для Кыргызстана. И полезно для этих демократов, так называемых, да, и настоящих, не настоящих, то есть для европейцев, для американцев, которые хотят развивать демократию во всем мире. Чем больше демократии в мире, тем больше мира. Да. Есть такая теория, что демократии не воюют друг с другом. Вот примерно такая взаимная выгода, я бы сказала. Вот скажите, в данное время ОБСЕ он действительно оказывает немалую помощь Кыргызстану, у нас даже есть Академия ОБСЕ, и как вы думаете, после всего этого продолжит ли ОБСЕ оказывать помощь Кыргызстану? Я отвечу как человек академический, я преподаю в университете, и вот Академия ОБСЕ – это та структура, которая дает магистерскую степень не только нашим гражданам, но гражданам из соседних государств, из Афганистана также. И это очень хорошая структура, которая позволяет Кыргызстану также поддерживать имидж государства, где есть привлекательная образовательная система. Вот я всегда привожу пример, это наших студентов медицинских колледжей, медакадемии из Индии, из Пакистана. Мы все же понимаем, что они сюда приезжают, ничего не знают, язык учат, потом медицину учат. Значит, им что-то здесь нравится в этом плане. И вот некой другой дополнительной картинкой ко всему этому было вот это существование Академии ОБСЕ, где учатся все из Центральной Азии и из Афганистана. И такие как бы проекты не реализованы в других странах. Конечно, в другом частном формате может быть, но вот чисто через ОБСЕ это только единственный кейс. Да? И поэтому я бы хотела призвать как ОБСЕ сейчас, если честно, те, кто принимают решения там, как также и наших, те, кто принимает решения в наших государственных структурах, чтобы они не смешивали политику с образованием, да? Что возможность учиться, получать знания, уметь анализировать реальность, это очень много дорогого стоит. Поэтому если пусть уж как-то будут сокращаться какие-то программные вещи на уровне центра ОБСЕ, то очень хочется надеяться и, как я сказала, послать вот это месседж, сообщение и тем, да, те, кто сейчас друг с другом как бы так перепираются, чтобы это не касалось образовательной и академической сферы по возможности. Спасибо вам большое. Я напомню, что о преобразовании статуса центра ОБСЕ мы разговаривали с политологом и независимым экспертом Чинара Эсенгул. Спасибо вам большое. Вам спасибо.